Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил премьер-министр Никол Пашинян. В Абхазии незамедлительно отреагировали на это заявление. Президент Республики Аслан Джаня указал на западное влияние на лидера Армении. А депутаты парламента, этнические армяне, раскритиковали его за быструю и легкую смену позиций и обвинили в исчезновении Нагорного Карабаха с политической карты мира. А что думают местные эксперты по поводу этого заявления и событий в Нагорном Карабахе? Пашинян не учитывает сложившиеся политические реалии в Абхазии, говорит председатель парламентского комитета по международным делам Алхаз Барциц. Я считаю, что, делая такие заявления, в первую очередь, конечно, надо отталкиваться от того факта и учитывать волеизъявления самих народностей наших, как Южной Осетии, так и Республики Абхазия. Он в своем также выступлении такую формулировку применил, что он считает Южную Осетию и Республику Абхазия оккупированными территориями Российской Федерации. То есть здесь я понимаю, что логика полностью отсутствует, потому что мы понимаем, что такое оккупация, в какой форме она бывает. В нашем случае мы знаем, что у нас была кровопролитная война много лет назад, уже целых 30 лет прошло. Какой ценой нам эта победа досталась, да? И нашим желанием было, чтобы нас признала Российская Федерация, и это желание было понято, услышано, и Российская Федерация приняла конкретные решения в нашем направлении. То есть здесь он не учел эти моменты, эти факты, что наше волеизъявление не позволяет сегодня давать такую формулировку, что мы являемся оккупированными территориями. То есть получается, что он об этом понимает и знает, а мы, сами население наших республик, мы об этом как бы не догадываемся. Так, конечно же, не бывает. Заявление Пашиняна я не считаю обоснованным. Я думаю, что сегодня, учитывая геополитические процессы, несмотря на то, что Грузия имеет определенные настроения, мы знаем, что также коллективный Запад занимается финансированием, вооружением недружественной нам грузинской стороны, так скажу. Вот. И все это, конечно же, на примере Нагорного Карабаха показало нам, что не закрытый конфликт, то есть у нас же с Грузией нету подписания соглашения о мире, значит, получается, что даже с истечением 30 лет, то есть мы сегодня как бы в отношениях находимся в подвешенном состоянии, и конфликт, он может вспыхнуть в любое время, тем более учитывая всех провоцирующих сторон в этом процессе. Олег Доменя, директор Центра социально-экономических исследований Абхазии, считает, что все действия Пашиняна, очевидно, делаются с подачи западных кураторов. Армения может стать заложником геополитических игр Запада, говорит он. Весь этот сценарий был разработан и предложен Пашиняну. В этом нет никакого сомнения, сейчас обосновывать там какими-то аргументами, источниками, думая, что нет надобности. Это очевидный факт. А теперь, значит, задача Пашиняна состоит в том, чтобы всю ответственность взвалить на Россию. К нынешней ситуации в Нагорном Карабахе привел комплекс факторов, говорит аналитик Лейла Таня. Помимо тактических и стратегических ошибок, армянская политическая элита не смогла адекватно оценить геополитические реалии, которые складывались последние годы в регионе в целом и вокруг Армении и Нагорного Карабаха в частности. Очень высокая цена оказалась вот у такого последнего сценария, который был связан со сменой внешнеполитического вектора. И сегодня мы действительно видим такие активные усилия Армении по поводу того, чтобы найти новые ориентиры для развития своей государственности. При этом идет как бы такое вот дистанцирование от прежних структур сотрудничества в сфере безопасности, как, например, ОДКБ, то есть игнорируется заседание ОДКБ. Вот. Очень много, конечно, таких открытых претензий в адрес России озвучивается и премьером Пашиняном, и очень многие аналитики, политики тоже озвучивают множество претензий. Здесь, конечно, требуется очень внимательный такой вот анализ, объективный. На мой взгляд, среди комплекса факторов, которые привели вот к такому результату, плачевному, конечно, для Армении и для самого Нагорного Карабаха, на мой взгляд, следует выделить вот следующее.
Это в первую очередь все-таки после Первой Карабахской войны, как мы знаем, Карабах одержал победу, военную победу над Азербайджаном. Но итоги вот этой Первой Карабахской победной войны, они фактически не были легитимизированы. Было подписано соглашение фактически о прекращении огня, а такие соглашения они носят промежуточный характер. Карабах не был признан ни одним государством, в том числе он не был признан и Арменией, которая как бы так вот осуществляла покровительство армянскому народу Карабаха, но юридически независимость Карабаха признана не была. Ну, не говоря уже о том, чтобы, допустим, присоединить территорию Карабаха к Армении там, путем референдума и так далее. То есть таких легальных процедур юридических. Поэтому, когда вот началась последняя операция военная, Армения свой отказ вмешаться обозначила как нежелание дать повод Азербайджану для того, чтобы осуществить агрессию уже против самой Армении. Тем более, что и в 2021, и в 2022 году были такие обострения на территории самой Армении. И сейчас вот есть уже официальные заявления МИДа Армении о том, что существует действительно угроза агрессии Азербайджана на, собственно, территорию Армении. И вот это опасение, что Азербайджан использует военное вмешательство Армении в последнюю вот вооруженную, так сказать, фазу, как повод для агрессии Азербайджана, вот такое, так сказать, вот объяснение было дано этой ситуации с невмешательством Армении. Но почему мы опять же приходим к выводу, вот почему отсутствие легитимации сделало вообще возможным невмешательство Армении в вооруженный конфликт и возможность вот такой вооруженной, так сказать, операции со стороны Азербайджана, даже несмотря на то, что было подписано в 2020 году трехстороннее соглашение. Вот. На мой взгляд, все-таки территория Карабаха оставалась спорной территорией вот, в отсутствии такой юридической легитимации независимого статуса Карабаха. А когда территория остается вот в таком юридически подвешенном статусе, она остается спорной территорией. И это дает право противнику, так сказать, осуществлять реализацию территориальной целостности на практически таком вот военном, практически военным путем. Практически все государства ОДКБ поддерживали территориальную целостность Азербайджана, ну, за исключением Армении, конечно. Вот. Другой фактор, который, мне кажется, все-таки недооценили вот сами армянские власти и, возможно, армянская политическая элита, гражданское общество, это изменение вообще стратегической конфигурации в регионе. То есть необходимо было, конечно, уже понимать, что ситуация изменилась в связи с явным таким сближением позиции России и Турции как региональных игроков, которые претендуют на такие главенствующие роли в Черноморско-Кавказском регионе, на Южном Кавказе. Вот. Кроме того, Россия, конечно, значительно усилила